Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: события будущей недели. Давайте посмотрим, что готовит вам судьба именно на новой неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая у вас лесенка вышла. Далеко пойдете, высоко сможете взобраться. Лесенка прям по судьбе, да, на линии жизни, на линии судьбы. Вы знаете, многие захотят взобраться по этой лесенке, но только лишь у вас получится. Вот прям будет ощущение избранности, да, вы избранный человек. Все хотят, пытаются, падают, скользят, ругаются, матерятся, а вы без проблем раз и поднялись. У кого-то в прямом смысле слова на будущей неделе будет карьерный рост. Ну, либо зарплату повысят, либо по должности повысят. А у кого-то будет момент, что вы работу хорошую найдете, либо как вам будут предлагать хорошую работу. И опять же, это будет подразумевать повышение. У кого-то получится завершить, закрыть все свои насущные проблемы и прям удачно подвести итог, да, когда неделя закончится. Зайти в какие-то высокие, важные кабинеты, каким-то чиновникам, решить свои проблемы, добиться того, чего вы не могли добиться ранее. Там, месяцами, годами не могли добиться, а именно на будущей неделе получится. Вам эта лестница открыта. Прямо перед вами. Берите, идите, все будет хорошо. Так, в самом корне рисунка здесь кошку показывают. Но кошка такая, знаете, ничего не делает, просто наблюдает. Если у вас есть женщина недоброжелатель либо враг, то она попритихнет. Вы ее там, скорее всего, не увидите, не услышите, и действий каких-то от нее точно не будет. Да, вот как будто бы она выглядывает, что вы делаете, как вы делаете, боится к вам подойти. Если вы настроены на какой-то конфликт, конфликта тоже не будет, да, потому что человек просто к вам не подойдет. Также здесь мне показывают для семьи, для дома что-то будет приобретаться. То ли вы вместе со своим любимым человеком будете что-то приобретать, то ли ваш любимый человек приобретет, то ли вы сами будете приобретать. Как несколько будет сделано покупок, какие-то обновления. Это могут быть и там банально чашки, ложки. Это может быть какая-то мебель, либо какие-то гаджеты для дома. Что-то будете приобретать. То, что сейчас не планируете, но там либо выгодное предложение, либо деньги у вас будут, и вы скажете: куплю, пусть будет, пусть дом мой порадуется, да, либо я улучшаю свой дом, комфортность в своем доме, в своем жилье. И опять же, выгодное предложение вы купите. Еще здесь показывают яйцо, которое начинает проклевываться. Яйцо — это как и новое, так и результат. Буквально, возможно, именно на будущей неделе вы чем-то новым, прям таким активным займетесь. И придет скорый результат. Да, вот не успеете заняться, уже результат пойдет. А может быть, да, яйцо, вы долго его высиживали, долго в него вкладывались, и вот на будущее, на новой неделе оно проклюнется. И вы такая: точно, сработало, да, вот он результат. Еще, мои хорошие, я вижу у вас мужчину, который через какое-то такое прямо серьезное расстояние пытается до вас дотянуться и даже что-то вам дать. У кого-то отыграет, что кто-то, кто далеко находится, выйдет на связь, на контакт и будет предлагать себя, свою помощь, там, звать на встречу, свидание.
ну, что-то, может быть, даже вам давать. А у кого-то отыграется, что человек, который, ну, действительно далеко живет, вдруг вам решит, не знаю, долг отдать, да, либо финансово поучаствовать в вашей жизни, там, финансово помочь. Вы этого не ждете, и для вас это будет, ну, таким приятным сюрпризом, неожиданным и приятным сюрпризом. Еще у вас, я вижу, людей, которые за вас будут драться. За вас, за ваше внимание, может, ревновать будут друг к другу, и поэтому будут ругаться и драться. Если честно, вы на это не сильно будете обращать внимание, наоборот, это даже как-то повысит вашу самооценку. Ну вот да, сражаются, дерутся. Может, какие-то поклонники, которые начнут ухаживать и между собой там поссорятся по поводу вас. Может быть, не знаю, подружки, да, либо друзья не смогут вас поделить, кому вы ближе, лучший друг. Но у вас самооценка растет. Может быть, это разные работодатели, да, и они прям между собой там буянят, дерутся, у кого вы будете работать, да, кому достанется такой профессионал. Может, клиенты, да, придут в одно и то же время, и каждому нужно срочно, и они там чуть ли не подерутся, кого вы первого обслужите. И такое может быть. Ну, так интересно показали. Так, а вот здесь огонь горит, и он разгорается все сильнее и сильнее. Вы долго пытались разжечь, я так понимаю, этот костер. У вас то ли не получалось, то ли бревна были сырые, то ли спичек не было, да? Может, там палочку так крутили, искру добывали, как в первобытном веке. Но смотрите, разгорается, у вас получается. Ну, буквально вы добьетесь того, чего долго не могли добиться. Смотрите, тут и лесенка, а тут костер. С правой стороны, по правому делу. Ну, заслужили, вы заработали. Ваши усилия, они были не напрасны. Дальше, кто у меня в отношениях? Вы либо пара, ну, муж с женой, да, то ли вы встречаетесь, парень и девушка. Очень много совместного у вас идет. Совместные прогулки, походы, покупки, времяпрепровождение. Разговоров очень много будет. Вы сближаетесь. Даже если вы уже родные, близкие, то вы еще больше сблизитесь. Вот я вижу, что много разговоров, вы как будто бы все проговариваете. Вы друг друга лучше начинаете понимать, друг друга слышите. Вам интересно слушать друг друга, это самое главное. То есть отношения явно тут улучшатся между вами. Прям такая блаженная неделька у вас идет именно в личной жизни. Если вы только лишь начнете с кем-то общаться, встречаться, либо только вот начали, да, вот там буквально вчера там на первое свидание сходили, то ну, буквально каждый день будете встречаться, и к концу недели все, не разлей вода, да, как срослись, сроднились. Так, еще мне показывают, что вы у какой-то стрекозы крылышко оторвете. Это не говорит о том, что вы живодер. Скорее всего, ну, стрекоза, она хищница на самом деле, да? Вот они хищники. Бабочки, они нектар пьют, а стрекозы, они там другой мушкарой питаются. Какая-то хищная женщина, может быть, будет покушаться на что-то ваше, либо кого-то попытается обидеть. А вы так ненароком крылышко оторвете и скажете: еще раз увижу, все остальные оторву. Да, вот как-то вы с ней достаточно жестко, но справедливо поступите. Может быть, она на вас покушается, либо на вашего любимого человека, либо на то, что принадлежит вам. И вы ее быстренько на место поставите. Без потери она точно не уйдет. Ну, потери бывают разные, да, материальные, моральные, но крылышко точно оторвете. И еще, мои хорошие, какой-то большой узел развяжете. Именно развяжете. Конечно, вам будет нелегко, обманывать не буду. Но у вас ясная голова, у вас есть напор, у вас есть страсть, и вы такая: развяжу, я не сдамся. И прям, время, конечно, потратите, но своего вы добьетесь. Кто-то будет смеяться, кто-то будет крутить пальцем у виска, говорить: да что ты делаешь, да у тебя не получится, ни у кого не получится. А вы прям докажете, что если человек хочет, если человек талантлив, да, и руки с правильного места, то человек может сделать все. Вы прям докажете. И те, кто смеялся, потом будут хлопать вам в ладоши, хвалить, прям, знаете, как эти птички певчие будут о вас всякие хорошие вещи говорить, да.
узел развяжете, либо что-то запутанное развяжете. Еще я вижу, что с кем-то вам придется повозиться, ну, как будто бы мама над грудным ребеночком, да, вот склонилась. Возможно, да, у вас есть маленький ребенок, либо вы будете проводить время с маленьким ребенком, что кто-то попросит, да, присмотреть за малышом, либо малышкой. А может быть, человек нуждается в помощи и беспомощен, как ребенок, да, взрослый человек. Это приятный момент, хоть и хлопотно, но приятно будет. И вы прям чувствуете, что вы важное дело делаете. Да, вот с кем-то придется возиться. Так, еще я вижу у вас забор. Но забор такой, знаете, ветхий, либо слишком большое расстояние между секциями забора. И ну, не обязательно его перелазить, либо не обязательно искать вход-выход, да, можно просто пройти через, через пространство между прутьями, либо секциями, фракциями этого забора. Вы знаете, вот прям даже заморачиваться не будете. Вы видите, что я прохожу, да, берете и проходите. Пока другие чешут голову, ищут вход, либо там пытаются как-то перелезть, вы очень органично войдете и выйдете. Да, просто вот всех поставите в ступор своим умением находить варианты, находить решения и добиваться своего. Вот мне идет, что быстрее всех вы чего-то добьетесь, либо быстрее всех что-то получите, обретете. Ну, умничка, молодец. Дальше, если вы мужчина, то следующая неделя, она для вас какая-то сверхважная, потому что будет очень много мыслей и будет очень много предложений. Предложения, кстати, разнообразного характера. Это могут быть и деловые, и рабочие предложения, это могут быть и личные, это могут быть и дружеские. Там друзья будут тащить вас куда-нибудь там, на посиделки, на рыбалку, на какой-то отдых, на матч спортивный, да, там, футбольный или какой-нибудь. Вот, очень много. Вы как на расхват не идете. Много информации придет, есть над чем подумать, поразмыслить. И также очень много суеты у вас. Но и суета у вас такая, знаете, приятного характера. То есть какие-то мелкие задачи, мелкие дела, и вы постоянно в работе находитесь, да, ваш мозг постоянно работает. Скучать вам точно не придется, а сама по себе неделя у вас очень эффективная идет, очень эффективная, да. Если вы женщина, то у вас немножко по-другому все складывается. Вот женщины с головой уходят в работу, в дела, в работу, в проекты, в новые начинания. Даже если вы не работаете, допустим, какое-то хобби себе найдете, ну, либо книжку интересно, либо сериальчик интересно, прям с головой будете уходить. И у вас получается, вот дни буквально пролетают. Не успела проснуться, позавтракать, а уже пора в душ и спать ложиться. Да? Вот как-то так у вас дни будут пролетать. Очень быстро неделя пролетит. Ну, будет интересно, да, действительно будет интересно. Многое сделаете, многого добьетесь, а очень многое получится. Да? Вот как-то так мне идет. Дальше перчик показывают. Перчик, сразу говорю, жгучий. Угу. Это какой-то соблазн, либо какой-то очень жаркий, яркий момент в вашей жизни. Возможно, связано с тем, что вас кто-то будет соблазнять. Возможно, связано с какой-то ситуацией, когда будет немножечко пикантно, да? Кого-то застанете, что-то увидите, о чем-то скандальном узнаете. Да? Вот такой момент. Перчик небольшой, но он присутствует. Да? Знаете, еще есть такое выражение, испанский стыд, да, кто-то что-то натворил, а вам за это стыдно, потому что вы там правда узнали пикантные подробности. Да, с правой стороны, возможно, это как-то связано конкретно с вами, либо конкретно с вашими очень хорошими знакомыми людьми. И еще, мои хорошие, кто-то из вас найдет решение, либо получит подсказку, как решить какую-то серьезную проблему, либо добиться чего-то. Если сами найдете решение, в себе не сомневайтесь. Если кто-то вам подскажет, вот там нужно вопросы задавать, да, там нужно все-таки добиться правды,
либо развеять все сомнения, да, потому что все-таки это не ваша идея. Вот если вы, то вы все правильно решите, все правильно думаете. Если чья-то, то нужно проверить, перепроверить. Возможно, нужны какие-то правки, ну, либо что-то нужно под себя адаптировать, да. Не всегда люди понимают, что они делают, и не всегда могут правильно передать информацию. Так, еще я вижу, что вы передвигаться много будете. Передвигаться и больше похоже на какие-то пешие прогулки, либо пешочком куда-то будете ходить. Больше будете ходить, чем раньше, да, либо чем на этой неделе. Больше движения у вас идет, именно ножками. Ножки, кстати, скажут вам за это спасибо, да, разгоните лимфу. Опять же, лучше спать будете, ну, потому что сбрасываете и калории, и в тонус приводите мышцы. Может быть, первые там несколько дней будет тяжело, и ножки могут крутить, гудеть, но потом прям понравится, привыкнете. Так, кто-то на вас зуб точит, и человек вам все выскажет. Вообще не идет, что человек с претензиями к вам, да, прям врывается, а вы ни сном, ни духом. И так все непонятно, и вы не понимаете, что этот человек хочет, что за претензии, причем здесь я. Пока этот человек будет объяснять, уже и претензии отпадут, да, может быть, человек, ну, сам поймет, что это глупо предъявлять к вам претензии. Вот, как-то так странно все это будет, и вы вообще не понимаете, что происходит. Пришел, набузил, потом же сам и извинился и ушел, да, допустим, как вариант. Ну, что есть, то есть. Дальше. Что-то вы будете готовить с левой стороны, то, что не планируете. Может быть, какой-то рецептик увидите на просторах интернета, либо кто-то поделится классным рецептом. И вы такая, ну, приготовлю. Несложно, да, простые ингредиенты, почему бы и нет. И вы знаете, приготовите просто пушку, бомбу, петарду. Это шедеврально. Возможно, это ваш талант, да. А возможно, действительно рецепт такой прям стопроцентный. Будет очень вкусно. Может, даже несколько раз приготовите. Дальше. У вас показан человек, который нуждается в помощи. Человек, которому нужно будет помочь. С вашей стороны, с правой стороны. Человек, может быть, и сам попал в эту ситуацию, да, стал виновником, причиной своих проблем. Но с другой стороны, если вы не поможете, то уже никто не поможет. И я вижу, что вы будете заняты своими делами, задачами, но вот придется вам даже чем-то пожертвовать, там, пожертвовать своим чем-то, да, вот не заниматься работой, но пойти этому человеку помочь. Ну, потому что так правильно, потому что вам совесть по-другому не позволит сделать. Ну и человеку вы тоже выскажете, скажете так: больше даже не думай меня звать. Если еще раз будешь такие ошибки допускать, вот я больше не приду. Прям нравоучения будете читать. В роли учителя либо учительницы будете выступать. Ну, нужно этому человеку мозги промыть, иначе там повторы будут постоянно проходить. Еще я вижу у вас дельфина. Прям вокруг вас плавает, фонтанчики пускает. Влюбленный у вас человек. Ну, возможно, это ваша половиночка, да, либо тот, с кем вы начали общаться, встречаться. Либо человек, который испытывает к вам переизбыток чувств и уже не может себя контролировать. Как дельфинчиком будет вокруг вас прыгать и фонтанчики пускать. Там комплименты делать, какие-то приятности, галантно за вами ухаживать. Это хороший знак. Так, какие-то люди. С какими-то людьми невозможно будет связаться. Пообщаться невозможно. Они как недоступны, эти люди. Я не могу сказать, по какой причине, но вот как несколько людей вот не получится. На будущей неделе нет. Такой стоит нет. Не достучаться, не дозвониться, не встретиться, да, вот не получится. Ну, может быть, для вас это критично, а может быть, в принципе, не сильно и хотелось, да. Может быть, эти люди вам и не помощники. Может быть, все перенесется на будущую неделю, то есть, вернее, через неделю перенесется. Ну вот показали, что они недоступны. Здесь 2 либо 3 человека. Даже придется, возможно, кому-то ждать, ну а кому-то другим путем идти, другим путем проблемы решать.
Еще мне показывают странного человека, который как будто бы подглядывает за вами. Подглядывает, но не может проявиться, либо не может подойти, либо боится подойти. Человек то ли виноват перед вами, то ли стыдится себя, то ли, может, обижен на вас. Но смотрит, что вы делаете, где, с кем, когда, явки, пароли. Наблюдает. Многое о вас знает, но сам не показывается. Ну, либо сама не показывается. Возможно, у вас будет ощущение, что за вами следят. Да, так оно и есть. И еще, мои милые, я вижу, что вы какой-то мощный бумеранг запустите. Даже сами того не желая. Ну, а может быть, и пожелаете. Очень мощный бумеранг. И запускаете вы его в тех, кто с куриной лапкой ходит, ну, кто магией занимается, да, либо призывает темные силы для того, чтобы людям вредить. Ну, запустите будет очень мощно. Да, наверное, люди уже настолько провинились, что вы просто вот мысленно запрос во Вселенную, да, доколе это все будет происходить, да, вот это все бесчинство будет происходить, и запустится этот бумеранг. Ну, благодаря вам какие-то негативные люди по шее получат. Ну, вы как высшие силы, высший суд призовете на их голову. Бумеранг достаточно мощный и быстрый. То есть в течение недели запустите, и в течение недели он прилетит. Вы увидите, что он прилетел, там достанется, конкретно крепко достанется. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.